Сегодня я вас познакомлю с коми-писателем Иваном Васильевичем Каданевым и прочитаю рассказ Ивана Каданева «Наивный» из книги «Родные места». Наивный. Едва ли помнит старожилы такую сухую осень, какой она была в 1959 году. Летом почти не было дождей, обмелели речушки, в пальме не было грибов и ягод, даже к люку вышло солнце. Бойкая речушка, бравшая свое начало где-то в сухих лесах, ненадолго замолкла. Лесные птицы и звери переселились в места, где была вода и корм. В ту осень мне с товарищем пришлось побывать в верховьях Емры. Более 3 часов мы бродили по лесным тропинкам. Наконец дошли до знакомой речушки. Но где она? Вместо шумной речушки небольшие ямы, наполненные мутной водой. Тут и там летали белокрылые чайки, и их было много. Они то стрелой бросались вниз, то взмывали вверх. Более 10 лет я хожу по этим местам, но чаек здесь встретил впервые. Да и что им было делать в дремучем лесу? До Вырчика отсюда почти 10 километров. Поблизости нет ни рек, ни озер. Как только мы подошли поближе, увидели, что в ямах шевелятся щурята и налимчики. Чайки здесь охотились на рыб. Вот, оказывается, почему гости с Вычек и Сысолы оказались так далеко от своих излюбленных мест. Одно непонятно, откуда чайки узнали об этих рыбных местах.